Я вообще ничего не понял. Не поняли? У меня телефон простой, я интернетом не пользуюсь. А там какие-то эти Нет, технологии, я совсем ничего не она слышал. сказала, что вот сейчас реализуется вот эти все системы, Түндүк, Кадастр. база данных, даже Генеральная прокуратура, вот это все соединяется в одно. Этот, и в том числе оно применяется уже для уведомления, да? Для посылки уведомлений этих систем. Какие системы объединены? У вас доступ сейчас есть. Түндүк, вы сказали, вы перечислили. Да, это Вот. АИС паспорт. АИС паспорт это где кто паспорт получает. Так, дальше. ЗАГС. ЗАГС, Кадастр. то есть с момента рождения. Кадастр, если УНА. имеется какое-то имущество. УНА. УНА. Сведения из адресного справочного бюро. И Так. земельный ресурс, служебный земельный То есть ресурс. фактически все существующие какие-то информационные порталы на сегодняшний день вот Так. соединяются вот при этой системе. А интернет вообще у людей нет интернета? Не, ну что... Это только вот в городе вот тут есть все, а больше и то у меня нет интернета, у меня простой телефон, нет. Как у меня? Сегодня же говорили, что есть договоры с операторами сотовых систем, сотовой связи, что вот применяются все возможные информационные технологии. Вот суть об этом она как раз вам только что сказала. Не знаю, вопросов нет. Вопросов нету. Самат Кыштобекович. Вопросов нет. Спасибо. У вас есть вопрос? Да. Поясните, пожалуйста, суду, вот то, что вы сейчас соединяетесь в портал цифровое правосудие, да, вот мы даже видим, в принципе, есть, можно опубликовывать графики судебных заседаний, да. У меня вопрос. На сегодняшний день суды, непосредственно судьи, да, если они хотят отправить извещение непосредственно конкретному человеку, участвующему в деле, может ли сегодня иметь доступ, как вы сказали, АИС-паспорт, чтобы увидеть, где он, например, конкретно проживает или прописан? Сегодня есть такая возможность? Или вот это все находится только в процессе? Джалюбаева, вы можете ответить? Да, вы можете подойти, вместе встанете. К микрофону подойти. Нет, будете отвечать на вопросы тех, кто может ответить на эти вопросы. Хорошо? Пожалуйста, отвечайте. Вы можете ответить? Да, конечно. Получается, данный функционал, он только пока что на этапе реализации. Он еще не запущен по судам. Поэтому в данный момент, когда только будет хотя бы внедрен пилотный режим, тогда уже будем проверять, все ли доступны будут интеграции. Когда планируется пилотный режим? Пилотный режим планируется после запуска системы АИС-суд 2.0. Сейчас оно на этапе пилота гражданского и административного производства, там уже имеется все как раз таки эти интеграции. Также есть онлайн-оповещение о судебных разбирательствах, и также можно направлять судебные акты на электронную почту стороны. Еще один вопрос. В гражданско-процессуальном законодательстве есть такое понятие розыск должника, розыск ответчика, да, по-моему. Вот этот же розыск может размещаться на этом портале или он может размещаться на портале государственных муниципальных услуг? Он может быть размещен на портале, если мы составим договор, то есть судебный департамент заключит договор, и тогда уже мы сможем... То есть, в принципе, такая возможность есть, да? Да, цифровая. Спасибо. У меня теперь к вам вопрос. Вообще предусматривает ли изначально ваш проект уведомление именно о предстоящем, если человек, он даже не в курсе, что он привлекается к суду? Да, верно. Если форма какая-то уведомления с использованием вот тех систем, которые вы сейчас объединяете. Вот как раз таки СМС-оповещение на электронную почту и также на портал цифрового правосудия, если уже... То есть одновременно несколько, да, там да, форм да. сразу. Если человек уже авторизован, у него имеется личный кабинет на портале цифрового правосудия, у него приходит уведомление о том, что у вас состоится судебное заседание. В таком-то кабинете судья-докладчик также указывается, и в какое время будет идти. Авторизован это что означает? Если он зарегистрирован в определенном в личном кабинете в портале цифрового правосудия.
А если нет? тот направляет Каким те образом СМС-извещения. процедура вообще? Вы предполагаете вообще регистрацию в этом кабинете всех граждан Кыргызской республики? У них, если у них имеется уже тундук, они автоматически будут зарегистрированы в портале цифрового То правосудия. есть как раз вот это важно. То есть он автоматически будет. Да. Если он в тундуке есть, то он будет автоматически зарегистрирован и в этом в портале кабинет, да, личный кабинет он Да, личный называется? кабинет. Личный кабинет. Вам понятно, да, выступление? Вы, вот, смотрите, вы получили паспорт, да? А у вас уже сведения есть. Таким образом, вы автоматически попадаете, у вас будет личный кабинет на портале, как он? Цифрового правосудия. Цифровое правосудие. И к вам лично будут на телефон, даже если он старый, приходить смс о том, что такое в отношении вас есть какое-то судебное дело, судебное производство. Ну, СМС я прочитаю. Ну вот и все. Как раз об этом вот говорят представители Адлецот. Поэтому они были приглашены сегодня на судебное заседание. Может быть, так лучше будет. Да. Я не знаю. Ну вот видите. Есть вопросы еще? Нет у меня вопросов. Я даже не знаю, Миргуль что Искулбековна, да. Да, вы говорите, в тундуке зарегистрирован, он автоматически авторизируется в цифровом правосудии, правильно Да, же? верно. Каким образом человек это зарегистрирован в тундуке, то есть как бы, да, он автоматически у него появляется кабинет в системе правосудия. То есть он вообще никакого отношения не имеет. Вот, например, любой человек зарегистрирован в тундуке, почему-то он должен автоматически зарегистрироваться в системе, в кабинете правосудия. То есть иметь кабинет в системе Портал цифрового портала правосудия, правильно? Я имею в виду, человек, не вовлеченный в какие-то судебные тяжбы, почему он должен автоматически зарегистрированным быть в системе правосудия? Смотрите, в портале цифрового Да. правосудия имеется не только именно судебная система, там также сейчас разрабатывается онлайн-аукцион, реестр должников, то есть если там какие-то штрафы имеются и так далее, то они могут это тоже там посмотреть, как через тундук. Тундуке, а в отдельном кабинете цифрового портала правосудия, Да. правильно? Понятно. Понятно. Спасибо. Присаживайтесь. Самат Кштобекович, вопросов нет? Вопросов нет.